Здравствуйте. Раньше тематика передачи этой недели была бы предопределена заранее. 22 апреля – день рождения Владимира Ильича Ленина. Ну, правда, вряд ли разрешили бы ее назвать негромкой датой. Ленин, как бы мы к нему ни относились, безусловно, выдающийся политический деятель 20 века. Но, однако, в Коми-крае он не бывал. Поэтому мы обратимся к событиям нашей истории и начнем со времен весьма давних. 22 апреля 1894 года Святейший правительствующий Синод издал указ об открытии Кылтовского крестовоздвиженского женского монастыря. Событие тем более знаменательное, что за многовековую историю монастырской жизни это была первая женская обитель в Коми-крае. Об истории основания монастыря рассказывает Анастасия Рожина. В Книжпогосском районе Республики Коми, недалеко от села Серегово, на берегу реки Кылтовки, находится женская обитель. В конце XIX века территория принадлежала Яринскому уезду Вологодской губернии. Это место, называемое Крестовый сан, почиталось зырянами как святое. Здесь некогда отшельник Василий Пестерев поставил избушку, а рядом с ней большой деревянный крест. После смерти старца крест, излучавший неземной свет, был найден заблудившимися путниками, а на этом месте в 80-х годах XIX века решено было основать монастырь и именовать его Крестовоздвиженским в честь почитаемого креста и православного праздника воздвижения животворящего креста Господня. Чудесный крест до сих пор хранится в Кылтовском монастыре в храме преподобных соловецких чудотворцев Зосимы и Саватия и обладает даром исцеления. Первоначально предложение об организации женской обители в Кылтово исходило от великоустюжского епископа Ионикия, но при всем старании Преосвященного в течение 3 лет немного продвинулось на пути к осуществлению замысла. Потребовалась инициатива и средства людей мирских. Ими были устюжский мещанин Иван Григорьевич Калашников и архангельский купец первой гильдии Афанасий Васильевич Булычев. Они купили землю и пожертвовали для монастыря большую территорию. В апреле 1894 года, после многочисленных прошений в Святейший Синод и пожертвований, здесь был открыт Кылтовский крестовоздвиженский женский монастырь, где поселились монахини, прибывшие из Шенкуринского монастыря во главе с будущей игуменей Филаретой. Новая обитель в Кылтово к тому времени имела значительные постройки, в том числе Стефановскую деревянную церковь с колокольней, которая не сохранилась до наших дней. Так было положено основание первого православного женского монастыря у Коми-зырян, вновь возрожденного после десятилетий лихолетия. В советские времена в святой обители была детская колония, тюрьма, клуб, магазин, жили мирские люди и образовалось на территории монастыря село Кылтово. Старая монастырская кирпичная стена, отделявшая мир праведников и грешников, сейчас разрушена. Здесь живут монахини, но не в отшельничестве, а среди мирских, жителей села, которые в основном старожилы и редко посещают монастырские службы и молебны. 23 апреля 1994 года вышло постановление правительства Российской Федерации о создании в Республике Коми национального природного парка Югы-2. Идея необходимости заповедной территории, позволившей сохранить уникальный кусочек дикой природы приполярного Урала, была высказана учеными Коми-филиала Академии наук еще за 3 с лишним десятилетия до этого. В 1971 году было принято постановление Бюро Коми-обкома КПСС и Совета министров Коми АССР о создании национального парка республики. К сожалению, правительство РСФСР не придало федеративный статус этой территории, и дальше постановление дело не пошло. Проектирование будущего парка началось только в 1989 году, а реально дело сдвинулось с места в 1990 году, когда было принято постановление Совета министров Коми АССР
о создании государственного природного национального парка в Коми АССР. И еще 4 года понадобилось для доведения начатого дела до благополучного конца. Сейчас национальный парк Югы-2 площадью в 1,8 миллиона гектаров находится на территории 3 районов – Вуктыльского, почти половина территории парка, Печорского и Интинского. Это самый большой из более чем 3 десятков национальных парков России. Об уникальности и значимости его не только для нашей республики, но и для всей планеты говорит хотя бы такой факт. В декабре 1995 года Национальный парк Юга-2 стал первым в России, включенным в список мирового наследия ЮНЕСКО. Следующий сюжет связан с историей ГУЛАГа. Как известно, первые исправительно-трудовые лагеря в Коми-крае появились в 1929 году. Однако проекты их создания относятся к более раннему времени. 24 апреля 1921 года в Политбюро ЦК РКПБ поступила докладная записка об организации на Ухте трудово-исправительной колонии на 10-20 тысяч заключенных. Автором ее был известный политический деятель, один из отцов Коми-автономии, Дмитрий Александрович Батиев. Он считал, что использование труда заключенных поможет восполнить нехватку трудовых ресурсов, необходимых для освоения ухтинских запасов нефти и лесозаготовок. Точка зрения Батиева разделялась многими местными партийными руководителями. Надо полагать, Ленинское политбюро с интересом отнеслось к инициативе снизу. Товарищ Дзержинский доложил о плане расселения кронштадтских бандитских матросов в карательной колонии на Ухте. А сам Дмитрий Александрович был членом комиссии ВЧК по организации ухтинских лагерей. В июне 1921 года местные руководители докладывали, что уже приняты меры к организации концентрационного лагеря на Ухте. Проект этот тогда так и не был реализован. Но случайно ли через 8 лет именно с Коми области началось создание будущего ГУЛАГа? И как раз Ухта стала одним из первых лагерных центров. По злой иронии судьбы, Дмитрий Александрович Батиев стал одним из бесчисленных населенцев архипелага ГУЛАГ. Он отбыл 2 срока, а в 1941 году враг народа Батиев был расстрелян. И еще об одном событии, относящемся к временам стародавним. В 1483 году великий князь Иван III организовал большой поход в Сибирь, имевший целью приведение в покорность народов Приобья и ограждение от набегов, недавно присоединенных к московскому государству, Перми-Вычегодской и Перми-Великой. Возглавили поход воеводы Федор Курбский, Черный, и Иван Салтык-Травин. Поход начался 25 апреля, когда войско на судах отправилось из Вологды в Великий Устюг, откуда оно 9 мая двинулось на Урал. Войско было набрано из вологжан, устюжан, вычегжан, сысоличей, вымичей, пермяков, то есть значительная его часть составляла жители Коми-края. Вероятно, они были проводниками московским воеводам. Войско перевалило через Урал и на реке Пелым разгромило отряды вагульских, так тогда называли манси, князей Осыки и Юмшана, досаждавших набегами вычегодским пермянам. Затем по Тавде и Тоболу дошло до Иртыша и Аби, нанеся поражение югорским князьям и пленив князя Молдана и сынов князя Евчихея. Здесь, в Западной Сибири, как сообщила устюжская летопись, померло вологжан много, а устюжане все вышли. Войско вернулось в Устюг на покров Святые Богородицы 1 октября. Это был один из самых больших московских походов в Сибирь, совершенных задолго до Ермака. Русские отряды впервые проникли так далеко в неизведанные сибирские земли. До покорения Сибири было еще очень далеко, и тем не менее.
Этот подход надолго избавил земли пермян от набегов воинственных сибирских князей. 26 апреля по старому стилю, а по-новому 9 мая 1396 года представился Стефан, епископ Пермский. В записи о смерти владыки Стефана в официальной патриаршей Никоновой летописи сказано: «Сей убо блаженный епископ Стефан, Божий человек истинен бе, живящий посреди неверных человек, ни Бога знающих, ни закона ведящих, молящийся идолам, солнцу, огню, воде, каменью, древию, волам, козам и кудесникам, и волхвом, и золотой бабе. Сей святый Стефан епископ, новый апостол, научил их и извел от тьмы на свет, и грамоту на их язык приложил с русская, и веру утвердил, и грамоте их изучи. Просветил светом христианства неверных и создал письменность для них. Вот, по мнению летописца, главные деяния нового апостола Стефана. Стефан Пермский скончался в Москве, куда он был вызван митрополитом Киприаном по церковным делам. Стефан положен быть на Москве, в монастыре у святого Спаса, в Застенке, в Спасе Милостивом. Это тоже из патриаршей летописи. Вот тут надо пояснить. Спасский монастырь и церковь Спаса на Бару, это один из старейших московских каменных храмов, находились в Кремле. Более того, Спасский храм был великокняжеской усыпальницей, и в нем хоронили не правивших на Москве членов великокняжеской семьи. И Стефан – единственное исключение. Так великий князь Василий Дмитриевич, сын Дмитрия Донского, отдал почесть одному из подвижников своего отца, первому русскому миссионеру, мирно, словом, а не огнем, крестившим пермян. В 1930 году церковь Спаса на Бару снесли. По словам писателя Льва Николаевича Смоленцева, гробница Стефана была перенесена в Успенский собор. Так ли это? Пока достоверных свидетельств не найдено. В 1549 году Стефан Пермский был канонизирован, а день его кончины стал днем поминовения святителя Стефана, епископа Пермского, в честь которого поставлено много храмов в земле северной.